25 лет назад была примерно такая же погода. Немного пасмурно, днем жарко, а вот июльские ночи были довольно холодными. Военное руководство поставило задачу. Первой бригаде 3-го батальона Гуместинского фронта под командованием Зураба Кутеля надлежало перейти мост, выбить противника и занять плацдарм. Назначили время – раннее утро 4 июля. Когда перешли, пошел ливень. Очень холодно было. Даже плот одевали, до бушлата дошли. Надо было 20-25 человек, чтобы перешли. Но в связи с тем, что ребята многие сказали, мы здесь не будем сидеть, мы тоже все должны быть там. И у нас где-то 135 по списку, и еще человек 7-8 вне списка. Решили пойти. Где-то 1:30 ночи примерно, насколько я сегодня помню, начали выдвигаться в ту сторону. Это задание должна была выполнить группа из 30 человек, но желающих войти в состав штурмовой бригады было в разы больше. В итоге набралось более сотни человек, и они под покровом ночи, разделившись на группы, стали переходить мост. Через мост одна группа, вторая группа, примерно по 30, 40, 50, 60 перешли, начался бой. Бой прямо на мосту, но с той стороны уже рукопашные бои были. Та группа, та часть грузинских войск, которые сидели там, они были уничтожены. Кто смог уйти, ушел. А наши ребята захватили, как была поставлена задача, плацдарм. До второго дня, до вечера бои шли. И вышли оттуда где-то человек 11-15 человек, без ранений, без ничего. Но уже уставшие, на ногах не могли стоять, это такая тяжесть была. Все те ребята, которые переходили, это смертники, это люди, которые не пожалели ни себя, ничего, сделали невозможное. Враг заметил штурмовиков и завязался бой. 17 часов под непрерывным огнем наши бойцы не только оказывали сопротивление, но и шли вперед. Метр за метром они приближались к поставленной цели и в итоге выполнили задание. Выбили противника с первой линии обороны. Ну, быстро, конечно, меня зацепили хорошо, и меня тоже притащили. Хагба вот здесь стоит, сейчас в Москве находится. Меня подняли, положили на бруствер, на мост. Положили, я с Божьей помощью пополз. Он догоняет меня, с рукой у него, рука левая была. Он перевернулся на спину и правой рукой меня тянул. Потом лыханский парень один тянул меня. Подняться у меня не было возможности. Хорошо был ранен. И ни один человек мне не давал, что я живой буду. А люди думали, что я мертвец. Ну, как видите, я выжил. Уже позже стало известно, что наступление в Нижние Шери было отвлекающим маневром. В той операции погибли 35 человек. Ранения получили 87 бойцов. Такой тяжелой ценой главная цель была достигнута. Враг дрогнул. Вспоминая эти трагические и в то же время героические дни, ветераны убеждены, что именно тогда, в июле 93-го, ковалось предстоящее победоносное наступление. Надо было отвлечь противника от главного направление удара сверху. Через речку должны были перейти. И с такой нагрузкой и по полю по минному пройти. Но это же было нереально. Вот это надо их помнить. Вот ради этих ребят, 35, которые пали смертью храбрых, были взяты Ахшром, Ахбюк, Каман, там Гез. Когда я пришел туда, там уже и раненые, и убитые были. И этот мальчик, Ашуба, по-моему, да, студент 1-го или 2-го курса, молодой мальчик, раненый, совсем плохо было. И совершенно языка. Я говорю, мальчика вытащите, а остальные вперед на задачу выполнять. Их называли смертниками, ведь вернуться назад живым было практически нереально. И сегодня, глядя на спокойную Гуместу и мост, сложно себе представить, каким страшным был путь бойцов под шквальным огнем противника, проложивших дорогу к нашей общей большой победе. Нисфа Аршба, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.